Что такое агиасма и нужно ли окунаться в крещенскую купель? Где проходят хоккейные баталии и хоровые состязания? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». – 19 января православные христиане отмечают один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне. Во всех храмах накануне праздника в этот день проходили торжественные богослужения. После Рождества Христова у нас с вами идут святки. В период, когда нету поста в Среду и Пятницу, мы с вами радуемся о родившемся Христе. И, в общем-то, святки заканчиваются 18 числом, когда у нас пост накануне праздника Крещения Господня. Раньше, до того, как в России перешли на Григорианский календарь, все было очень логично. Вначале встречали Рождество, потом 1 числа был Новый год. И, в общем-то, вот в Новый год и попадал у нас на святки, когда вот все радовались, все веселились, ходили по гостям. И вот заканчиваются святки у нас Крещением Господня. Праздник Крещения Господня установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос крестился в водах Иордана. Праздник Крещения Господня – один из 2/10 праздников церковного года. То есть это один из главных центральных праздников. Интересно отметить, что название этого праздника может быть и несколько другим. Он еще называется Богоявлением или просвещением. И интересно то, что до IV века этого праздника как такового не было. Не отмечалось ничего, кроме Пасхи. И, как мы многократно об этом вспоминаем, что в первые века христианства главной мыслью, которая была у каждого верующего, то, что Христос воскрес. Но со временем приходит осмысление церкви и начинают праздновать и это событие как явление Бога народу, явление Бога миру. И праздник Богоявления включал в себя, помимо Крещения Господня, также праздник и Рождества. Еще позже они разделяются и становятся двумя различными праздниками. Но в начале, вот около IV века, это был общий праздник того, что Бог явил себя миру. В Рождестве Он являет себя как родившийся Богом младенец. В празднике же Крещения Он являет себя как выходящий на проповедь, на общественное служение Христос, Мессия, и являет полноту божества всех лиц Пресвятой Троицы. Отец свидетельствует о Нем с небес. Дух Святой в виде голубя нисходит на Иисуса, который в это время принимает крещение от рук Иоанна и сходит в реку Иордан. Поэтому Богоявление действительно проявляется в различных смыслах. И явление миру как таковое, и явление Бога в своей милости. Иоанн Предтеча, или как его позже назвали Иоанн Креститель, именно потому что он крестил Иисуса Христа, он обитал в пустыне и крестил людей в покаяние своих грехов. И вот ждал и постоянно говорил о том, что придет Мессия, придет тот, кто возьмет на себя грехи всего мира, и тот, кто спасет род человеческий, и Христос пришел к нему, на что, в общем-то, по смирению своему Иоанн Креститель говорит, что «я недостоин этого». Но Христос ему сказал, что ты должен сделать то, что тебе предначертано. И вот он крестил его в водах Иордане, и Святой Дух сошел на Христа в виде голубя, и был слышен голос с неба: «Се Сын мой, послушайте Его, с Ним мое благоволение». Это голос был Бога Отца. Иконография этого праздника также довольно интересна. И мы видим на иконе надписание «Богоявление».
а не крещение Господне. Эти два наименования сегодня стали взаимозаменяемыми. Интересно также и то, что Христос, изображенный в Иордане, окружен Иоанном Крестителем, служащими ему ангелами, и то, что здесь Иордан как бы персонифицируется, изображаются еще два человека. Это старец седовласый, изображает собой реку Иордан, и уплывающую женщину, символизирующую собою море. Это параллельное место к ветхозаветным словам Псалма, где говорится: «Море, види и побеже, Иордан, возвратися вспять». Эти слова сказаны о бегстве израильского народа из египетского плена когда-то в древние ветхозаветные времена. Но и сегодня эти слова относятся к тому, что Христос спускается в воды Иордана, и все естество, все материи всего сотворенного мира также меняется и преображается. В память того, что Спаситель своим крещением осветил воду, совершается великое освящение воды. По церковному уставу обряд великого водоосвящения сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой. Этот чин совершается лишь однажды в год, и ни в какое другое время, ни по чьему желанию он быть повторен не может. Устав строго это предписывает. Однако устав предписывает совершение освящения воды не дважды, как это бывает сегодня, накануне в сочельник и в сам праздник, а лишь в сочельник, то есть 18 января. По окончании утреннего богослужения священник и весь клир исходят к водоему и совершают это освящение. В современной практике вот это освящение дублируется и происходит еще раз в сам праздник 19 числа. Сделано, скорее всего, это по практическим причинам, для того, чтобы все желающие могли и принять участие в молитве, и в наборе этой святой воды. Поэтому, вопреки расхожему такому суеверному убеждению, что вода, освященная в сочельник, и вода, освященная в сам праздник, чем-то отличаются, конечно, не имеет никакого основания. Тот чин, который читается в это время, идентичен. Читается один и тот же чин, одни и те же молитвы. Поэтому нет никакого основания думать, что есть различия в воде сочельнической, или, как ее называют, богоявленской, и крещенской. Это народные заблуждения, которых нам следует избегать. Вокруг феномена святой крещенской воды до сих пор ходит много споров. Одни утверждают, что целебные свойства такая вода приобретает только после освящения в церкви. Другие говорят, что в день крещения любая вода, даже водопроводная, становится целебной. Принято считать, что великая агиасма, то есть крещенская вода, является самой наибольшей святыней в церкви. Если человек раньше, если человек отлучали от церкви по той или иной причине, то вместо причастия он употреблял великую агиасму, то есть крещенскую воду. В настоящее время, конечно, таких моментов, как правило, мы, может быть, в практике так часто не встречаем. Но если человек не может, если живет где-то в сельской местности далеко, не может прийти в храм, то, конечно, он может причащаться именно этой крещенской водой. И также нужно сказать, что крещенской водой положено пить строго натощак, когда мы освящаем слова, где сказаны такие слова, что для здравия души и тела и для освящения наших домов. То есть этой святой крещенской водой положено окроплять свои дома, свое жилище. Освящают храмы и предметы богослужения – дома, корабли, машины. Святая вода обязательно при богослужениях, молебнах и крестных ходах. А в быту святую воду, принесенную в дни церковных праздников, особенно в крещение, из церквей и соборов бережно хранят, причащаясь ею с молитвой во время болезни.
как стоит набирать водичку? В общем-то, вот она накануне, 18 числа после литургии, первый раз освящается, второй освящается обычно ночью, ночная литургия во всех городских храмах бывает, ну и утром 19 числа тоже после литургии будет освящение великим чином. В храме вода крещенская, она обычно еще неделю после самого праздника остается, поэтому те, кто не успеет прийти в сам день праздника, тихонечко можете приходить в течение недели и набирать. С собой необходимо брать чистую тару, это очень важное условие. Ну и потом, когда мы приносим домой, то чаще всего эту воду ставим куда-нибудь ближе к красному уголку, то есть там, где хранятся иконы. Ну, самое главное, место это, если вдруг это не среди икон стоит, должно быть очень чистое, да, не где-нибудь там в полу, в подпол и так далее. То есть мы должны относиться к святыне благоговейно. Если вдруг в течение года вы видите, что у вас водичка заканчивается, что необходимо делать? Набираете полный сосуд чистой воды и сверху разбавляете вот этой самой крещенской водой. И вся вода у нас освящается. Как говорится, одна капля освящает море. И если вдруг вода и испортится, бывают такие моменты, это, скорее всего, из-за того, что, наверное, неправильно хранили. Ну и очень многие любят у нас хранить ее именно в пластиковых бутылках. Конечно, если почитать внимательно, то эта вода, вернее, эта бутыль не предназначена для хранения святой воды. Если вдруг такие моменты бывают, то мы всегда советуем или принести в храм, или же вылить ее в дом, в цветок можно, или в то место, где не ходят домашние животные, скажем так. Это может быть где-то в огороде. Вот. Ну и желательно, конечно, чтобы из года в год посуда была, желательно, конечно, одна и та же. Вот. Тщательно ее обработать и также потреблять каждый раз. Каждый год в праздник Крещения Господня тысячи людей устремляются в храмы, чтобы набрать освященную воду, а тысячи страждущих, чтобы обрести здоровье, спешат искупаться в проруби. Ведь именно в эти дни вода приобретает целебные свойства. Окунание в проруби является чистым народной традицией. Можно даже сказать, никакое отношение к церкви оно не имеет. Это народная традиция, где в этот день считается, что нужно обязательно окунуться. Кто-то говорит с трехкратным погружением. Якобы прощаются в этот день грехи у человека. Конечно, никакие грехи, если человек окунется в проруби, да, или обольется, они ему не простятся. Грехи прощаются только при таинстве исповеди. Все остальное является чисто народной традицией. Не окунуться человек в этот день или обольется, или по состоянию здоровья он не может это сделать. Ничего здесь особо страшного нет. Впервые о целебных свойствах крещенской воды упоминает святой Иоанн Златоуст, живший в III веке. И вот уже более 17 веков противники христианства пытаются доказать, что феномена крещенской воды не существует. Но для верующего человека ответ прост. Дух Святой сходит на воду, освящая ее своим присутствием. И самый главный момент. У нас еще и в институте вот преподаватель очень смеялся над тем, говорит, еду сегодня в институт, и институт у нас находился рядом с монументом Дружбы, и говорит, очередь от церкви прямо до самой реки там, да, и все идут за водой. И говорит, что ну если бы люди ходили бы в храм в таком количестве каждое воскресенье, тогда и храмов было такое количество, что и стоять-то не пришлось. Для чего, в общем-то, все это нужно, такая профанация, что люди, в общем-то, и каждый день не молятся, и не постятся, и в храм не ходят, как положено, но за крещенской водой обязательно все идут. В чем в этом смысл? Доля правды в его словах и умозаключениях, конечно же, есть. Православный христианин прежде всего должны исполнять заповеди Христова, должны поститься, творить добрые дела, должны молиться, должны приходить в храм, участвовать в таинствах церковных исповедей и покаяния. Получается так, что для многих, в общем-то, все православие упирается в то, что необходимо раз в год прийти и набрать святой воды. Да? Это отношение в корне неправильное. В храм Божий прежде всего должны приходить люди за таинством. Чудеса и исцеление святой водой, утверждает Церковь, продолжают происходить лишь с теми людьми, кто со святой верой надеется и искренне желает изменить свою жизнь к лучшему, покаянием и молитвами. А там, где люди жаждут чудес из простого любопытства, а не из желания спасения, они не происходят. Именно об этом говорил Иисус Христос. «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет,
и знамения не дастся ему. Поэтому церковь и священнослужители призывают людей с верой и чистым сердцем возносить молитвы Спасителю перед тем, как прибегнуть к помощи святой воды. В конце декабря по благословению епископа Салаватского и Кумертаусского Николая в ответ на приглашение главы Альшеевского района Дамира Мустафина состоялась товарищеская встреча молодежной мужской сборной Салаватской епархии по хоккею с шайбой хоккейной команды «Дмитрий Донской» и хоккейного клуба «Дим» села Раевский Альшеевского района. Товарищеский матч был организован в целях укрепления межконфессиональных и межрелигиозных отношений, популяризации здорового образа жизни, хоккея и спорта, а также в рамках сотрудничества между администрацией Альшеевского района и Салаватской епархии. Действительно, хоккей для нас спорт номер один в районе. У нас на сегодня 24 ледовых катка, коробок. Все они задействованы, залиты, и на всех катаются, играют команды. И во всех сельских поселениях есть свои команды. И вот в начале января у нас будет турнир первенства района среди сельских поселений. Очень приятно, что не только на словах, но и на деле епархия показывает, что спорт, он нужен. Спорт – это смысл жизни для большинства населения, и так должно быть. Кстати, у нас в районе есть команда по мини-футболу, команда Мечети. Но у нас район очень многонациональный, многоконфессиональный. И очень приятно, что мы с вами братья, христиане, мусульмане, мы с вами братья, и вот эту братскую дружбу, братство вот это надо сохранить на века. Этот матч проходит в рамках укрепления межконфессиональных и национальных отношений, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Конечно, 2020 год был для нас тяжелым, но на всем нашем жизненном пути мы должны оставаться людьми. Быть по-человечески снисходительны друг к другу, в том числе и на льду. Бороться жестко, но без травм. Я хотел бы пожелать вам всем, дорогие мои, в 2021 году это крепкого здоровья, помощи Всевышнего, мира вашим семьям. А молодежи нашей, это, как и, впрочем, и всем нам, это избавление от грехов и от пагубных страстей. Данный товарищеский матч стал вторым в серии товарищеских встреч между хоккейным клубом «Дим» Альшеевского района, села Раевский, и сборной Салаватской епархии хоккейного клуба «Дмитрий Донской». Также данный матч стал матчем-реваншем для сборной Салаватской епархии. Матч состоялся на домашнем льду хоккейного клуба «Дим» в селе Раевский на территории спортивного комплекса «Илысан». Матч проходил под открытым небом, но, несмотря на это, легкий морозец не стал помехой для жарких баталий на льду хоккейной коробки. Обе команды были серьезно настроены на победу. Несмотря на погодные условия и то, что игра была заявлена как русская классика и проходила под открытым небом, на льду разворачивались настоящие жаркие ледовые баталии. Никто не хотел уступать в этой схватке, но, несмотря на это, в тяжелой борьбе команда Дмитрия Донского одержала победу с разрывом в 5 шайб, и игра завершилась с конечным счетом 8-3 в пользу сборной Салаватской епархии Дмитрия Донского. Где играют настоящие мужчины, русский играет в хоккей, русский играет в хоккей. Традиционно в начале января проводится фестиваль-конкурс самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация». В этом году юбилейный 10-й фестиваль-конкурс прошел в онлайн-формате. Участники заранее присылали свои видеовыступления, которые были выложены в соцсети.
Эти музыкальные произведения оценивали члены жюри, и также параллельно проходило дистанционное зрительское голосование. Для подведения итогов в прямом эфире к участникам и членам жюри обратился митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Вновь наши сердца озарены радостью о родившемся ныне Бога-младенце. Вновь мир Божий преисполняет сердца верующих людей в это светлое время. Традиционно в первые дни по Рождестве Христовом мы проводим фестиваль-конкурс самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация», Башкортостанской митрополии, всех епархий митрополий. В наступившем 2021 году конкурс открыл свои двери для участников и зрителей уже 10-й раз. К сожалению, реалии сегодняшнего дня диктуют нам новые условия. И в заботе о здоровье ближних было решено провести рождественскую овацию в этом году в дистанционном формате. В фестивале приняли участие 9 хоровых коллективов и вокальных ансамблей епархии Башкортостанской митрополии. Они представляли 3 возрастные категории. Детская – участники коллектива не более 15 лет. Взрослая – старше 15 лет. И смешанная – участники разных возрастов. Коллективам было предложено исполнить по одному произведению в каждой номинации – церковном и художественном пении. Также оценивался сценический образ в целом. За лучший присуждена отдельная награда. Поздравляю сердечно всех победителей и призываю на вас Божье благословение. Желаю организаторам, участникам и зрителям фестиваля конкурса самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация» творческих успехов духовно-нравственного и интеллектуального возрастания и всесильной помощи Божией от родившегося Бога-младенца Христа во всех добрых делах и начинаниях. Твоя